А вот ситуация с ВИЧ-инфекцией в республике остается напряженной. По числу заболевших Якутия находится на 3-м месте в Дальневосточном федеральном округе. Кто в группе риска, выясняла Анастасия Кобызева. Неутешительную статистику приводят в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом. С начала этого года выявлено 62 ВИЧ-инфицированных, в то время как за аналогичный период прошлого года 36 человек. В группе риска у нас находятся в первую очередь это наркоманы, которые внутривенно, алкоголики, работники секс-индустрии, и вот мужчины, имеющие связь с мужчинами. Первый ВИЧ-инфицированный в Якутии зарегистрирован в 1996 году. Во время строительства стадиона Туймада из Турции в Якутск прибыл рабочий, зараженный вирусом иммунодефицита. За 23 года на территории республики зарегистрировано 2375 ВИЧ-инфицированных. Из них 76% якутяне, 10% иностранные граждане, 14% прибывшие из других регионов с ранее установленным диагнозом. По статистике о положительном ВИЧ-статусе ежемесячно в Якутии узнают от 10 до 15 человек. На сегодняшний день больше всего ВИЧ-инфицированных в республике проживают в Якутске – 296 человек. В Мирнинском районе – 197 человек. На 3-м месте Нерюнгринский район – 120 ВИЧ-инфицированных. Затем идет Ленский район – 93 человека. Замыкает пятерку Алданский район – 50 ВИЧ-инфицированных. Эти районы у нас являются наиболее крупными районами и промышленными. Приезжает много вахтовиков для работы. Наибольший удельный вес ВИЧ-инфицированных в республике приходится на возрастную группу 20-29 лет. Сегодня в основном ВИЧ передается половым путем, причем среди молодежи. Как отмечают специалисты, молодые люди игнорируют даже саму мысль о болезни. ВИЧ-инфекция как-то уже людей не пугает, уже настороженности такой уже нету. Люди как-то уже привыкли. Ну, ВИЧ, СПИД, да? Вот, и все равно все умрем, да? Ну, то есть нет такой, в общем-то, настороженности, и поэтому люди, в общем-то, позволяют себе рискованно себя вести. Обычно тест на ВИЧ является добровольной процедурой, однако есть обстоятельства, когда обследоваться просто необходимо. Например, во время беременности. В республике тест на ВИЧ можно пройти в поликлиниках по месту жительства или в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом на Стадухина 81/8. Анализ этот добровольный и бесплатный. Вот, каждый человек может прийти и сдать. Причем анализ, скажем, сегодня утром пришли в 8 часов, да, и уже на следующий день в час анализ будет уже готов. Это очень быстро. Но это при случае, если обращаются к нам, скажем, в наш спеццентр, да. А если район отправляют, скажем, с ЦУБов, да, то немножко дольше, потому что там логистика. А в эту пятницу и в субботу в столице пройдет массовая акция по бесплатному тестированию на выявление ВИЧ и гепатита. Пункты экспресс-анализа будут работать в ТРК Туймада, а также на Крестьянском рынке. Специалисты будут работать с 10 утра до 4 часов дня. А в воскресенье, в день памяти умерших от СПИДа, акция пройдет на площади Орджоникидзе. Начало в 3 часа дня. На сегодняшний день нет стопроцентного лекарства от ВИЧ, но вот способы держать его под контролем врачи смогли найти. Если у человека статус ВИЧ подтвердился, необходимо следовать курсу лечения, понимая, что это на всю жизнь. И только так больной сможет жить совершенно обычной и привычной ему жизнью. Анастасия Кобызева, Георгий Григорьев, Якутск.